Генпрокуратура России просит признать партию исламского возрождения террористической. В Душанбе доставили женщин и детей из Дамаска. Граждане Таджикистана заняли второе место по числу получивших гражданство России. В Ташкенте проходит второй день международной конференции по Афганистану. Генеральная прокуратура России обратилась в суд с просьбой признать террористическую партию исламского возрождения. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает ведомство. Игорь Краснов, который посещает Таджикистан с рабочим визитом, сообщил, что Генпрокуратура Российской Федерации рассмотрела просьбу Генпрокуратуры Таджикистана о признании в России некоторых организаций террористическими. Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении партии исламского возрождения, сказал генпрокурор России на встрече с Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы нейтрализации существующих внутренних угроз, связанных в том числе с тенденциями навязывания обществу идеологии религиозного радикализма, а также спящими ячейками международного терроризма и экстремизма, говорится в сообщении на сайте президента Таджикистана по итогам встречи. А ПИФТ в заявлении не упоминается. 25 июля вечером в Душанбе приземлился самолет со 146 пассажирами. Чартерный рейс выполнялся из Дамаска, столицы Сирии. В самолете находились граждане Таджикистана, которые содержались в сирийских лагерях. Это семьи таджикистанцев, воевавших в рядах террористической организации «Исламское государство». В частности, из Сирии в Таджикистан были возвращены 42 женщины и 104 детей. Процесс передачи был скоординирован Министерством иностранных дел Сирии совместно с Международным Красным Крестом и дипломатическим представительством Таджикистана в Кувейте. Граждане Таджикистана заняли второе место после Украины по числу получивших гражданство России за первое полугодие этого года. За 6 месяцев текущего года 74 162 выходца из Таджикистана приняли гражданство Российской Федерации, а это почти по 410 человек в день. Как сообщает Министерство внутренних дел России, всего российское же гражданство за первое полугодие текущего года получило почти 287,5 тысяч человек. Из них 204 820 человек являются выходцами из стран бывшего СССР. 104 168 человек, получивших российские паспорта, это граждане Украины, занимающие первую строчку по приобретению российского подданства. На втором же месте Таджикистан. Отмечается, что годом ранее число получивших российское гражданство иностранцев было на 64 167 человек больше, то есть их количество сократилось на 12%. Между тем, по данным МВД России, увеличилось число вставших на миграционный учет иностранцев. За первые 6 месяцев этот показатель вырос почти на 3 миллиона по сравнению с прошлым годом и составил свыше 8 миллионов человек. В том числе 2 миллиона 156 тысяч 25 граждан Таджикистана на сегодняшний день встали на миграционный учет в Российской Федерации, из которых 1 миллион 774 34 человека приехали в Россию в поисках работы. За 6 месяцев этого года 24 698 граждан Таджикистана получили разрешение на временное проживание, а вид на жительство 51 463 человека. По данным МВД России, в 2021 году российское гражданство получило 103 681 таджикистанец. В Ташкенте начала свою работу международная конференция по Афганистану на тему «Афганистан. Безопасность и экономическое развитие». По информации информационного агентства «Дуньо», обращаясь сегодня к участникам международной конференции по Афганистану, глава государства Шавкат Мирзиёев сказал: «Мы убеждены, что сегодня мировое сообщество может и должно избежать повторения ошибок 90-х годов. Важно не допустить международной изоляции Афганистана, которая неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной
поддержания ситуации. Речь идет о судьбе миллионов людей. В приветственном послании участникам международной конференции по Афганистану глава государства также призвал поощрять и поддерживать усилия афганских властей по постконфликтному обустройству страны и построению независимого, стабильного и самодостаточного государства. В работе конференции участвуют свыше 100 участников более чем из 20 стран, в том числе и из Таджикистана, а также ведущих международных структур ООН, продовольственной и сельскохозяйственной организации, Евросоюза, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества. Делегацию Временного правительства Афганистана возглавляет исполняющий обязанности министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.